внимание, что свет экранов также мешает зрителям и артистам. При этом вы можете осуществить фото- и видеосъемку, предварительно убавив яркость. Спасибо за внимание. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Национальный симфонический оркестр и Союз композиторов Республики Башкортостан представляют фестиваль молодых композиторов Башкортостана. Проект организован на грант главы республики на государственную поддержку деятелей культуры и искусства Республики Башкортостан. Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан открывает наш уже ставший традиционным абонемент «Золотые страницы башкирской музыки». И для нас большая честь, что первым концертом
этого абонемента в этом году становится фестиваль композиторов, Союза композиторов Республики Башкортостан. И сегодня будут представлены сочинения 12 молодых композиторов Республики Башкортостан. Прежде чем начать сегодняшний концерт, я бы хотел сказать буквально несколько слов о восприятии современной музыки в целом. Дело в том, что не только человек, который первый раз приходит в концертный зал, но даже, условно говоря, профессионалы или дети, учащиеся в музыкальной школе, или студенты училища, высших учебных заведений, или даже просто большие любители музыки очень часто сталкиваются с барьером в восприятии современной музыки. И любое новаторство, нечто такое, что непривычно для вашего слуха, человек сразу склонен судить таким образом, что я это не понимаю, это неприемлемо, как это можно сравнивать с классикой. Необходимо помнить всегда, что даже самые великие сочинения всемирно признанных композиторов, таких как Бетховен, его симфонии, Чайковский, его оперы, невероятной глубины и красоты сочинения Шопена подвергались уничтожающей критике на премьерах. Это происходило очень часто. На премьерах симфонии Бетховена люди падали в обморок, это казалось какофонией, об этом так и писали. Это казалось вплоть до того, что писали, что это атональная музыка. А для нас сегодня это классика. И так происходило со многими композиторами. Какие рецензии выходили на Бориса Годунова, даже Чайковский говорил про оперу «Борис Годунов», что это вовсе не музыка. Ну а «Ночь на Лысой горе» Мусорского действительно многократно называли ерундой, какофонией и всевозможными уничтожающими эпитетами. Например, симфония Брамса, первая, величайшее сегодня произведение, но на ее премьере критики писали, что это не музыка, а лесопилка в гараж. И как же можно сравнивать эту ерунду, цитата, с великим Бетховеном? Сегодня же и Брамс, и Бетховен – два равно великих классика. Я это говорю к тому, что когда вы слушаете любую современную музыку и чувствуете некий барьер непонимания, необходимо всегда помнить, что большое видится на расстоянии. И вот тот момент, о котором я всегда не успеваю немножко сказать, о котором надо было бы напомнить перед любым буквально произведением, что не стоит судить сразу, и в любую музыку необходимо войти, вникнуть и проникнуться ею. Конечно, безусловно, в первую очередь это касается современной музыки. Это не значит, однако, что все произведения, которые пишут современные композиторы, необходимо называть шедеврами. Но внутри себя, когда вы слушаете эту музыку, необходимо помнить, что не всегда музыка призвана к тому, чтобы доставить нам удовольствие своей миловидностью. Иногда, безусловно, мы приходим послушать музыку, чтобы отдохнуть, но часто мы приходим послушать музыку, чтобы почувствовать глубокую внутреннюю борьбу внутри самого себя. Мы слушаем музыку для того, чтобы постигнуть мироздание, глубокие философские концепции. И музыка существует разная, и она призвана к разному, она зовет нас к разному. И в первую очередь музыка всегда обращается к самому глубокому, что есть в человеке. И, безусловно, эту скорлупу повседневности не так просто разбить, не так просто расслышать сочинение с первых прослушиваний. Сегодняшний концерт уникален тем, что это не тематический концерт. Мы не представляем произведения, похожие друг на друга или связанные друг с другом. Но это калейдоскоп музыкальных сочинений, написанных в абсолютно разных стилях, в абсолютно разных концепциях, с абсолютно разной целью. Какие-то сочинения будут напоминать вам обработки народных мелодий, будет казаться, что их воспринимать проще. Другие же сочинения заставят вас провести над собой глубокую внутреннюю работу во время прослушивания. И в этом прелесть нашего концерта, который пройдет в двух отделениях. И в каждом отделении мы представим по 6 молодых композиторов. Я попросил каждого композитора к этому концерту написать несколько строк о своем произведении, для того, чтобы каждый слушатель мог лучше воспринять и понять эту музыку. Итак, мы начинаем. Первым сочинением будет произведение Альфии Хабировой «Увертюра «Сельский праздник». Это номер из балета по башкирской легенде Йоректау «Сердце гора», над которым сейчас работает Альфия. Солнечный и радостный до-мажор и единый пульс всего произведения призваны оставить праздничное настроение в каждом слушателе. Альфия Хабирова, «Увертюра «Сельский праздник», мировая премьера.
Как я и сказал, наш концерт построен по принципу глубоких контрастов. И следующим произведением будет сочинение Павла Нестеренко, симфоническая поэма «Экзерцитатус». Цитирую. «Музыка, отражающая стремление выйти за некие рамки. Каждый определяет для себя сам, какие рамки могут быть, либо социальное давление, либо внутреннее смятение. В первой части произведения тема повторяется снова и снова, возникает ощущение зацикленности, возникает усилие воли, вспышка и начинается противостояние. К чему оно приведет, вопрос открытый. Произведение обрисовывает только процесс. Результат свой у каждого человека». Павел Нестеренко, симфоническая поэма «Экзерцитатус».
сюита для симфонического оркестра в 6 частях из музыки к хореографическому спектаклю «7 звезд» по мотивам башкирской легенды о 7 девушках. По легенде, как известно, девушки погибли, защищая силу своего рода, и превратились в созвездие Большой Медведицы, не давая людям сбиться со своего пути. Основную мысль сочинения Веринея определяет цитатой великого философа, писателя, художника Николая Рериха: «Осознание красоты спасет мир». В сюите 6 частей. Первая часть – пролог, край забвения. Вторая часть – зарождение любви. Третья часть – аул. Четвертая часть – нападение. Пятая часть – плен, 7 звезд. Шестая часть – эпилог, плеяда, бесконечность. Прежде чем продолжить, я хотел бы сказать то, что хочу сказать уже очень давно. Конечно же, я по своему опыту знаю, крестного сына своего, ну и многих других детей мы водили буквально с нескольких месяцев на концерты. Но, естественно, просто нужно садиться на крайнее место куда-то, и если ребенок плачет, спокойно выходить. Мой крестный сын Иван Зыков в 3 года уже был абсолютно осознанным слушателем, потому что он с нескольких месяцев сидел в концертном зале постоянно. Конечно, когда он плакал, его мама его выводила, чтобы плача не было в концертном зале. Но зато к 3 годам он стал абсолютным специалистом по музыке. Итак, продолжает наш концерт Веринея Лихачева, сюита «7 звезд» в 6 частях. Солисты. Лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Мирас Кузенбаев «Горловое пение». Народная артистка Республики Башкортостан Айгуль Муратова и заслуженный артист Республики Башкортостан Аяз Нухов.
Булат Исламов. Не включился микрофон. Булат Спасибо. Раз, два. Булат Исламов. Янарташ. Симфоническая поэма. Янарташ – это горящая гора. Легенда рассказывает о герое, спасшем жителей Ликии от химеры, чудовища с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом, поразив его стрелой из лука. Чудовище спряталось внутри горы, и с тех пор оно может только изрыгать пламя из ее поверхности. Булат Исламов, Янарташ, мировая премьера.
Андрей Скобелкин, симфоническая картина «Перес». Цитата из книги «Бытия». «Но он возвратил руку свою, и вот нашел брат его. И она сказала: как ты расторг себе преграду, и наречено имя ему Фарес или Перес в другой литерации». Имя Фарес, персонаж из книги «Бытия», получил от глагола «идти напролом» за энергичность, проявленную при рождении. Как известно, он опередил своего брата. По традиции считается это имя символом процветания. Также имя Фарес или Перес имеет смысл расторгать преграду. Андрей Скобелкин, симфоническая поэма «Перес».
Завершает первое отделение концерта музыка Лидии Резвановой. «Печаль моя благословенная», поэма для голоса и симфонического оркестра в переложении для солирующей скрипки и симфонического оркестра. Цитата. «Это сочинение выражает боль потери кого-то или чего-то важного. Боль никогда не оставит и не пройдет, ведь память будет жить вечно в сердце. Каждый сам понимает слово «потеря», но я знаю, что особенно в наши сложные времена каждый столкнулся с ним. Пусть сочинение подарит слушателям ощущение катарсиса и позволит хоть немного освободиться от печали, проживая ее». Лидия Резванова, поэма для скрипки и симфонического оркестра «Печаль моя благословенная», солист, народный артист Республики Башкортостан Ильшат Муслимов.
Антракт 15 минут.
Азат Аскаров. Симфоническая картина «Рассвет». Сочинение описывает момент восхода солнца на горизонте, пение птиц, роса на траве, постепенное изменение цвета неба. Переход от темноты к яркому дневному свету настолько плавный и красивый, будто покрыт тайной. Солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Венер Сайфутдинов. Курай. Мировая премьера.
Алина Ахметова. 3 фрагмента из балета «Семь девушек». В основе балета лежит старинная легенда о 7 сестрах, которые пожертвовали собой ради спасения своих родных и любимых. Первая часть – появление черных воинов. Ночь, на аул надвигается тьма, как тени приближаются воины темного колдуна, который возжелал осуществить коварный замысел с целью заполучения 7 прекрасных девушек в свой гарем. Его воины готовы на все для исполнения воли своего повелителя. Вторая часть – зарождение любви. В зеркальной глади озера угасают последние лучи заката, вместе с которыми происходит зарождение нежных чувств между доблестными юношами, воинами, защищающими аул от недоброжелателей, и прекрасными девушками. Чувства расцветают, но не все так безмятежно. В этом упоительном вечернем воздухе нарастает ощущение тревоги. Третья часть. Часы неумолимы. Колдун предлагает девушкам решить, пожертвуют ли они своей свободой, став наложницами ради спасения своих возлюбленных. Время неумолимо, напряжение нарастает. Девушки в отчаянии решают, как им быть. Алина Ахметова, 3 фрагмента из балета «Семь девушек».
симфонические эскизы в двух частях – фактуры и пространство. Композитор предлагает зрителям заглянуть внутрь себя через концентрацию внимания на внешнем. В первой части фактуры сфокусироваться на одной точке и проанализировать, какая у нее фактура. Гладкая, ровная, шероховатая или узорно-рельефная. Постарайтесь отследить, какие мысли приходят в голову. Будьте наблюдателем и не позволяйте мыслительному анализу взять вверх. Подумайте о том, как музыка помогает или мешает вам разглядывать фактуру. Во второй части, которая называется «Пространство», зрителю предлагается осознать все пространство вокруг, не концентрируясь ни на одной точке и не зависая на определенной мысли. Запахи, звуки, цвета – все под вашим вниманием. Магуля Мезенова, симфонические эскизы в двух частях – фактуры и пространство. Мировая премьера.
Шаура Сагитова, колыбельная для кита. В океане, это правда, плавает один единственный кит, от чего-то поющий на другой частоте. Он не слышит других китов, и его не слышит никто из них. Вероятно, это самый одинокий кит на свете. Почему бы не спеть ему колыбельную? Вдруг он услышит. А как часто вы слышите поющие тромбоны? Они обычно яркие, блестящие, может быть, угрожающие. Но петь они умеют, как никто другой. Неправильные тромбоны поют неправильную колыбельную неправильному киту. Шаура Сагитова, колыбельная для кита, мировая премьера.
друзья, убедительная просьба не разговаривать во время исполнения, потому что очень слышно, и это очень сильно мешает просто даже дирижировать, поскольку вы своим шепотом сбиваете метроритм. Продолжает нашу программу Арина Бикулова. Поэма для симфонического оркестра «Ураборос». Ураборос – это существо из скандинавской мифологии, огромный змей, опоясывающий землю и пожирающий свой собственный хвост. Это символ бесконечности, цикличности жизни. Змей проходит путь от перерождения к гибели и последующему возвращению к истокам. При этом каждый цикл отличается от предыдущего, и ничто не повторяется в точности. Арина Бикулова, поэма для симфонического оркестра «Ураборос». Мировая премьера.
В завершении концерта Галина Зиганова 4 фрагмента из балета «7 девушек». Балет «7 девушек» Галины Зигановой был закончен в апреле 2019 года. Двухактное произведение написано по мотивам известной башкирской легенды. Однако основная фабула старинного предания была обрамлена новым сказочным содержанием, где есть и духи-хранители, и их посланник на земле волчица, злой колдун Дев и его свита черных воинов. На концерте будут представлены 4 фрагмента из балета. Каждый из них, как и весь балет, пронизан башкирскими народными мелодиями, которые оригинально интерпретированы воображением композитора и воплощены в партитуре для Большого симфонического оркестра. Каждый из 4 фрагментов связан со стихией, которую условно можно назвать темной. Эпизод «Тревожная ночь» предвещает грядущую драму. Бой, столкновение народа и темных сил, мольба, взывание о пощаде и неистовые пляски, дикий, страстный танец черных воинов. Галина Зиганова, 4 фрагмента из балета «7 девушек».
Спасибо. Поздравляю. 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 Надо сделать немного конфетку. Дорогие друзья, на сцену приглашается председатель Союза композиторов Республики Башкортостан, заведующая кафедрой композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Лейла Загировна Исмагилова. Дорогие друзья, гости, коллеги, сегодня уникальное событие. Мало кто в стране, наверное, даже в других регионах может представить 12 композиторов одновременно в исполнении Государственного симфонического оркестра. Что произошло у нас сегодня, уникальное событие, что произошло у нас в Башкортостане, в городе Уфе. Конечно, этот фестиваль мог получиться только лишь благодаря поддержке правительства, благодаря поддержке Министерства культуры и то, что мы получили грант. Огромное им спасибо за это и за то, что у нас получился сегодня такой блестящий, замечательный праздник. Конечно, колоссальная работа оркестра и совершенно великолепный совершенно наш симфонический оркестр и глубокий поклон в сторону нашего превосходного дирижера Дмитрия Крюкова. Огромная благодарность, и, конечно, к нам приехал Дмитрий Крюков благодаря генеральному директору нашего совершенно потрясающего кларнетиста Артура Гайсаровича. Я уже, знаете, начинаю волноваться. Огромное спасибо им за то, что такая колоссальная работа проходит у нас и вообще происходит у нас в нашей республике. Огромное спасибо нашему симфоническому оркестру, который сейчас блестяще совершенно было выступление в Московской консерватории в Москве, в Большом зале консерватории, в зале имени Чайковского. Чтобы такое было, когда бы вообще, чтобы симфонические оркестры из регионов приезжали и проходили концерты в Москве. Огромное им спасибо за... И, конечно, наши замечательные солисты, которые приняли участие, огромное им спасибо, которые приняли участие в нашем концерте. И у нас большая дружба с нашим симфоническим оркестром. И я благодарна судьбе, что мы так вот работаем вместе. И, конечно, никто не может один работать, только в коллективе, кто бы в содружестве многих-многих коллективов получаются результаты. И, конечно, вы знаете, вы сегодня были свидетелями того, что это работа кафедры композиции за последние 10 лет. Это наши все выпускники, почти все наши выпускники нашего института, и многие из них окончили ассистентуру, стажировку. Я хочу поблагодарить наших преподавателей. Вот здесь сидит совершенно потрясающий, великолепный педагог Валерий Скобелкин. Здесь находится Ильдар Зевич Хисамуддинов. Большая работа была проделана Салаватом Сальмановым. К сожалению, сегодня его нет с нами в зале. Спасибо нашему замечательному основателю кафедры композиции, которого уже сейчас нет с нами, основателю нашего института Загиру Гариповичу Исмагилову.
Спасибо, что вы пришли к нам. А сейчас мне бы хотелось вручить дипломы нашим всем композиторам, которые сегодня были показаны, и вы услышали их сочинения. Спасибо большое, дорогие друзья. На сцену приглашается член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Альфия Хабирова. Член Союза композиторов Республики Башкортостан Павел Нестеренко. Член Союза композиторов Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Еремея Лихачева. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Булат Исламов. Лауреат республиканских конкурсов Андрей Скобелкин. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Лидия Резванова. Член Союза композиторов Республики Башкортостан Азат Аскаров. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан Алина Ахметова. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Махмуля Мезенова. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов Шовра Сагитова. Ассистент стажер-педагог курса кафедры композиции Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, стипендиат Союза композиторов России Алина Никулова. Член Союза композиторов России и Республики Башкортостан, лауреат международных и всероссийских конкурсов Галина Зиканова. Следователь от Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Это была наша первая встреча с молодыми композиторами Республики Башкортостан. Это наше будущее, это наше продолжение.
Я надеюсь, что вы к нам будете приходить на наши концерты. Мы ждем вас. До новых встреч. Дорогие друзья, на этом программа окончена. Мы благодарим за внимание и приглашаем вас 20 октября на концерты в рамках всероссийских филармонических сезонов. Солист, лауреат международных конкурсов Василий Степанов, виолончель. Всего доброго, до новых